В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 19 декабря состоялась прямая линия президента страны Владимира Путина. А сегодня глава Якутии Айсен Николаев огласил ежегодное послание Госсобранию Илтумен Республики. О главных моментах прямой линии президента страны и об основных направлениях послания главы региона парламенту мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Наталья Кашперская, член Общественной палаты России от Республики Саха, заместитель председателя Общественной палаты Якутии Наталья Альбертовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие в целом у вас впечатления от прямой линии главы государства, что больше всего запало в душу? Вы знаете, меня всегда очень удивляет то, что это очень продолжительный промежуток времени занимает, обычно более 4 часов. И какой-то поначалу вообще я недоумевала, почему так долго, неужели нельзя жестко, коротко, четко сказать в течение часа? Нет. Абсолютно правильно делает Владимир Владимирович, потому что мы все возле экранов, и каждый из нас ждет, когда назовут то дело, которым занимается он, понимаете? Поэтому и система образования, и система здравоохранения, и управленческие технологии, и забота о здоровье и так далее, все это очень важно. И именно за этот промежуток времени, за 4 с лишним часа, каждый из нас понимает, что мы делаем общее дело, что мы очень вовлечены в этот процесс и понимаем значимость. Поэтому вот я всегда отмечаю то, что это очень продолжительно бывает. И меня всегда очень поражает, насколько вовлечен в сам процесс и информирован наш лидер, потому что он сидит без наушников, у него нет никаких записей, у него нет перед ним никаких подсказок, но он очень глубоко разбирается в сути всевозможных совершенно вопросах, очень широкий спектр, и он отвечает не просто дежурными фразами, он отвечает абсолютно конкретно на каждый вопрос, который возникает, и очень рандомно выбирает сам, да, кого. Вот именно благодаря этой рандомности 2 наших вопроса из Якутии попали, да, в эфир. Мне очень приятно было. Коллеги очень волновались, конечно, но тем не менее мы добились многих позиций, да, то есть нас услышали, взяли на карандаш, как сказал Владимир Путин. Вот это, конечно, очень подкупает. Ну и, конечно, мне очень понравилось, что из этих 4 с лишним часов где-то на, я не знаю, минуте 30 или 31 он начал говорить о важности подготовки кадров, создание новой элиты управленческой. И если это в России проект, который называется «Время героев», то аналог этой программы в нашей республике — это Якутия, земля героев. И поскольку я являюсь куратором от Высшей школы инновационного менеджмента этого проекта, для меня это тоже было очень важным посылом, потому что я поняла, что мы не просто делаем важное дело, мы формируем будущее нашей страны. И те ребята, которые сейчас проходят обучение в нашей республике по этой кадровой флагманской программе, они наверняка будут лидерами действительно, и мы с вами будем жить уже с ориентацией на их мнение. Поэтому вот это очень важно было. Вот еще очень интересно услышать, можно более даже подробно, на какие вопросы вы получили ответы во время ответа Владимира Путина. Вы знаете, я еще раз убедилась в том, что очень важно сейчас уделять большое внимание воспитанию детей. Он сделал хороший упор, особенно мне очень понравилось вот это лирическое отступление с посланием будущим поколениям. Причем было видно сразу, что это никакая не заготовка, что это прямо вот в настоящий момент, здесь и сейчас Владимир Путин думает о том, какие слова бы он хотел сказать тем, кто будет жить после нас. И очень хорошая связь времен прозвучало, да, то есть мы ценим то, что сделали наши предшественники, сохраняем это, действуем сообразно вызовам времени и даем посыл будущему. И мне очень понравилось эффектно, поскольку я филолог, для меня это важно, он сказал и в конце «и точка». То есть прям так заострил на это внимание. Поэтому для меня вот этот посыл был очень важным. Вот, потому что я сама курирую вопросы патриотического воспитания в том числе. И для меня этот посыл был прям ключевым, скажем прямо. И вот как вы считаете, будет ли скорректирована работа Общественной палаты вот после прямой линии президента России? Вы знаете, ну вообще надо сказать, что Общественная палата — это такой орган, он очень гибкий, он тоже отзывается на все вызовы времени, которые мы улавливаем, которые есть. И
по сути дела, каждый новый состав, он формирует особые комиссии, придумывает их самую злободневную тематику, и люди туда идут не потому, что их распределил там председатель или зампредседателя, они идут абсолютно мотивированы и заточены под решение определенных задач. Поэтому, конечно, мы сверяем то, что делаем мы, и соизмеряем с тем, что сказал лидер нашей страны, конечно. Мгм. Ну и вот сегодня глава Якутии Арсений Сергеевич также выступил с ежегодным посланием парламенту. Все очень пристально следили, да? И вот как вы считаете, какие направления требуют самого такого внимания пристального на следующий год? Да, вы знаете, и мне посчастливилось быть непосредственно в зале, где выступал Арсений Сергеевич. И здесь я провела очень четкую параллель с посланием, с выступлением Владимира Владимировича, потому что начал Арсений Сергеевич также с СВО, с поддержки ребят, которые оттуда вернулись. И тут же, мне очень нравится, всегда Арсений Сергеевич не просто говорит как отчет, что сделано, и не просто показывает позиции, которые нам удалось выровнять, либо преодолеть какие-то особые точки роста, но он тут же дает определенные задания. И вот мне очень понравилось, что он сказал, несмотря на то, что у нас есть целый фонд, который обеспечивает одно единое окно для всех ребят, которые вернулись с передовой, и может обеспечить всестороннюю, целостную поддержку, да, фонд защитников Отечества. Но, тем не менее, глава тут же говорит, что есть проблемная зона, над которой нужно работать. И прежде всего это касается психологической помощи и поддержки наших ребят, потому что действительно адаптация нужна абсолютно каждому, даже тем людям, которые там были непродолжительный промежуток времени. И потом чувствовать, что они здесь нужны, чувствовать свою востребованность, нам быть готовыми принять их, обеспечить их работой, это, наверное, первостепенная задача. И Арсений Сергеевич начал именно с этого вопроса. То есть Путин и Николаев начали с одного и того же. Мне показалось это очень символичным, скажем прямо. И опять же в этом зале сегодня, да, в зале Республики присутствовали большая часть ребят группы «Якутия. Земля героев», которые прошли это горнило войны, и сейчас они готовят себя к управлению нашей республикой. Поэтому мне очень важно было, чтобы они тоже слышали из первых уст установки от лидера нашего региона. И мне кажется, что те задачи, которые ставит Арсений Сергеевич, достаточно жестко и очень конкретно. Мне кажется, можно вообще сидеть с карандашом, я именно так и делала, вот сидеть с карандашом и прямо понимать, что нужно сделать в ближайшее время каждому из нас, и наверняка будет протокол, благодаря которому произойдут изменения в нашей республике, да? Мгм. Вот. А вот из того, что вы вот себе отметили, что вот записали карандашом, что вот нужно, какие направления? Ну, вы знаете, я как бы четко поняла задачи, которые стоят вообще перед нами, перед моими коллегами. Но это в любом случае, что мы должны газификацией заниматься. И даются конкретные установки, то есть не менее там 1500 домов должно быть подключено. Либо там, например, перевести весь автопарк на газ, да, на метан, либо приступить к разработке проектно-сметной документации по созданию кинематографического кластера этого. Ну, то есть вот четкие указания, четкие задачи, причем он говорит правительству разработать, либо отдельному органу исполнительной власти. Поэтому да, вот 1,5 часа, которые Арсений Сергеевич провел с нами, вот в этом обращении были четкие установки. Мне это показалось очень полезным, это было здорово. Вот. Ну и кроме этого, мне кажется, что очень важная вещь прозвучала, что сейчас идут оптимизационные процессы, и в связи с этим меняются подходы к управленческой культуре. Вот. И поскольку я являюсь еще и заведующей кафедрой государственного муниципального управления при Высшей школе инновационного менеджмента, для меня это тоже была прям установка для того, чтобы проработать новые подходы к управленческим технологиям, к их трансляции, потому что этого требует время. Если, например, в прошлом году и много-много лет на этом основывалась система обучения взрослых, мы в основном изучали отдельные темы, то есть, по сути дела, мы давали готовую рыбу.
на определенные темы, повышали квалификацию, люди приезжали, брали эти сертификаты, вешали на стену, и все записи, которые они делали на этих курсах, очень аккуратно складывали себе в рабочий стол. И на этом и заканчивалось все, в общем-то. То теперь мы подходим немного иначе. Мы с прошлого года даем именно управленческие технологии, то есть даем уже не готовый продукт, не рыбу, мы даем удочку, с помощью которой каждый управленец может при наборе определенных компетенций управленческих переформатировать то пространство, которое вокруг него. И это дает очень хороший синергетический эффект. Но кроме этого, мало того, что мы изучаем вот в течение года эти управленческие технологии, в нашей республике, чего нет в других, в этом году заработал институт внутренних тренеров. То есть каждый район, каждый орган исполнительной власти имеет внутреннего тренера, который помогает им эти процессы налаживать внутри. Это очень хороший вариант. Да. Это те самые наставники, о которых тоже сегодня говорил Айсен Сергеевич. Это что-то вот близко к этому, скажем прямо. Вот. Ну и на следующий год я тоже услышала определенный посыл от Айсена Сергеевича. Нам нужно, конечно, работать усиленно с муниципальными образованиями, потому что именно там сейчас кузница кадров тоже. И здесь нужно работать, конечно же, не просто из общей географической точки выдергивать одного человека. Нужно работать с командами. И нужно делать так, чтобы у каждого муниципального образования появлялся какой-то определенный проект, над которым мы совместно с ним, другие управленцы, работаем, и потом в конце года выдаем на гора уже какой-то результат и показываем, какой социальный эффект от реализации того или иного проекта получается. Вот этот подход, вы чувствуете, он совершенно иной, не такой, как был раньше. Вот это очень важно. И поэтому для меня это был определенный посыл и сигнал к тому. Я сидела рядом со своим руководителем в этом зале, и мы обменивались мнениями, переговаривались. То есть у нас прямо сразу мы готовы что-то менять, что-то делать, пересматривать. Поэтому, да, такие вещи очень важны. Ну что ж, и вот что касается развития общества, да, какова роль общественности в экономическом, политическом развитии региона, если так коротко? Вы знаете, да, конечно, вот вообще институт общественных палат, ему уже много лет, более 25, но, тем не менее, его актуальность не утрачивается, потому что в любом случае, как бы то ни было, нам очень важно слышать каждого человека. Вот вообще, что такое общественная палата? Это орган абсолютно демократичный, куда может прийти, по сути дела, любой человек и заявить о своей позиции на тот или иной вопрос. И многие острые проблемы, резонансные темы, они прежде всего сначала обсуждаются на полях общественной палаты. И только после этого, когда уже сформируется какое-то мнение, когда человек выскажет свою точку зрения, тогда только мы уже начинаем принимать какие-то взвешенные решения совместно с представителями власти. Поэтому в любом случае то, что мы пережили 19 числа, 25-го, это задел на будущее. Ну что ж, Наталья Альбертовна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши такие важные вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.